Так, здравствуйте, дорогие друзья. Подожди, я не поняла, что это начало. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сказать, что мы сегодня с вами будем знакомиться, вернее, продолжать знакомиться с творчеством нашего любимого певца из Казахстана Димаша. Вот. Я хочу сказать, что я немножечко в первых своих видеофильмах называла неправильное имя и фамилию, потому как для меня это необычное имя, и фамилия мы с Украины. Поэтому вы меня простите великодушно за это. Я думаю, что я буду исправляться. Если назову иногда немножечко не туда ударение, то вы меня извините. Вот, сегодня мы по вашей просьбе послушаем, вернее, песню «СОС». Вот, я думаю, что она, как и другие песни, понравится и мне, и вам. Мы с вами поделимся потом впечатлениями о просмотре. Ой, какая бурная реакция! Ой, уже все знают, что это любимый мальчик наш вышел на сцену. Где-то он выступает. Видимо, в Китае, надо полагать. Почему я живу, почему я умираю? Почему я смеюсь, почему я плачу? Сигнал о помощи СОС. Я никогда... Ой, какая прелесть, боже мой! Ой, мурашки по телу идут. Какая прелесть! Песня такая глубокая, а эти звуки неимоверные. Боже, как хорошо поет он. Ой. Ой, боже, боже. Как хорошо, какой звук. Ой, прелесть. Ты мой ангел. Мальчик наш, как же ты поешь. Невозможно красиво. Да, мир прекраснее с высоты, а голос вообще неземной, неземной. Почему я кричу? Почему я умираю? Да, тут и вообще. Ой, как же прекрасно он поет, боже мой.
душа взлетает прям. Ох, как же ты поешь, мальчик, чудно. Да, это не пение, а бальзам на душу. Это не пение, а бальзам на душу. Иначе не назовешь. Прелесть. Какая красота, какое многоголосие. В одном человеке сколько звуков, сколько поет, как вроде бы целый оркестр. Да, целый оркестр. Нам очень понравилось пение. Ставим лайки. Я хочу сказать, что это не песня, а шедевр какой-то. Это звуки настолько необычные, настолько глубокие, редкие. И, как я уже говорила, это голос совершенно неземной. И песня подобрана вот под такой прекрасный голос. И я хочу сказать, что, слушая эту песню, вот кажется, что душа взлетает куда-то высоко вместе с этими звуками, с этим пением. Поэтому, слушая ее, я как-то думаю, боже мой, как хорошо той бабушке, которая воспитала такого мальчика. Как ей, наверное, сейчас приятно, очень приятно слышать своего внука. И я также горжусь тем, что в этой бабушке есть такой внук. И хочу сказать, что я горжусь и своими внуками. Надеюсь, они меня также будут радовать, как сейчас. У меня их 3. И каждый из них в этом году уже порадовал меня. Старший мне преподнес подарок в виде победителя на конкурсе по английскому языку. Вот, было. Санечка, что у вас было там? Скажи. Я хочу говорить о хорошем. Хочу гордиться вами, мой мальчик. Вот. Средний внук меня порадовал тем, что он на Олимпиаде стал победителем по украинскому языку, литературе. А малыш, мой самый маленький второклассник, принес мне уже с 3 четверти им ставят оценки, хорошие оценки в дневничке 10, 11 и 12. Это очень радует. Я горжусь своими внуками и хочу, чтобы они также прекрасно достигали успехов и в дальнейшем, и так же вот как Димаш стремились к лучшему. Потому что Димаш – это пример для всех подростков и для всех молодых людей. Он с самого детства был целеустремленным, все новое и новое изучал, все больше познавал осваивал много, освоил инструментов, как я поняла, где-то 5 только струнных инструментов освоил. Вот, и поет неземным голосом. Спасибо вам большое за внимание. Я очень надеюсь, что вам понравилась, как и мне, песня. И мы будем дальше наблюдать за этим прекрасным, очень одаренным певцом. До скорых встреч! Так, Санечка, не балуемся. Не пугай бабулю.